Представители неправительственных организаций, политологи Молдовы, руководители различных ведомств и госучреждений делятся мыслями о предстоящих в Гагаузии 22 марта выборах главы автономии. Все они считают, что нынешние башканские выборы будут нелегкими, поскольку проводятся они в сложное для всей республики время. Самое главное для нас, как граждан, как для представителей Центра по правам человека, это то, чтобы избранный Башкан стал избранным с законной точки зрения, во-первых, и, во-вторых, чтобы он смог осуществить те обещания, то есть те программные установки, которые были им высказаны, именно с аспекта соблюдения прав человека, потому что как ни говори, но это одно из фундаментальных требований, и действительно осуществление стабильности, и в том числе нормальная работа автономии Гагаузии, она должна быть нацелена прежде всего на то, чтобы граждане чувствовали себя защищенными, чтобы власть, которая избирается законным путем, смогла действительно защищать их в должной степени, и чтобы каждый гражданин чувствовал себя более-менее спокойным. Молодежь Гагаузии, с которой нам удалось поговорить, хорошо информирована об этом важном политическом событии. Молодые люди готовы принять участие в нем. Конечно, сейчас ведется активная предвыборная кампания многих кандидатов. Известно, что 22 марта, в воскресенье, будут выборы. Я присутствовал и на некоторых встречах, и газету мы получаем. Элементарно вывески, эти афиши. Информации сколько угодно есть. Будут выборы Башкана автономной республики Гагаузия, в которых участвуют 12 кандидатов, но уже 11, так как один из кандидатов снялся с предвыборной гонки. По-моему, 11, если я не ошибаюсь. Просто честно, я не очень интересуюсь, так что точно не могу ответить. Я всегда говорю: извините, ребята, я вне политики, но на сами выборы я, конечно же, пойду. Это будет мое второе участие в выборах Башкана Гагаузии. Как каждый гражданин нашей республики, нашей автономии, делаю выбор. Участие активной молодежи в выборах в автономии подтвердила и руководитель филиала организации по правам человека в Камрате госпожа Миронова. Она отметила, что молодежь Гагаузии интересуется предстоящими выборами и активно участвует в них. Гагаузская молодежь более активна по сравнению, может быть, с некоторыми другими молдавскими районами. Это сказалось, в конце концов, даже в том, что на прошедших парламентских выборах в составе избирательных органов Гагаузии было больше молодежи, чем где-либо вообще. Ну и, во-вторых, посмотрите, насколько много у нас активных молодежных общественных организаций, которые стремятся осуществить свой вклад в развитие электорального процесса. Ну и кандидаты у нас достаточно молодые, как таковые. Так что это в целом может стимулировать развитие молодежной активности в целом. Напомним, что выборы Башкана автономии состоятся 22 марта. Всего в ЦИКе Гагаузии зарегистрировано 11 кандидатов. С программами каждого из них телекомпания АТВ начнет знакомить телезрителей с понедельника, 9 марта.